В эфире информационный выпуск Хамши-Укшара. Добрый вечер. В студии Алиса Шамба. В начале выпуска коротко о главном. Тысячи вернувшихся домой. Госкомитет по репатриации отмечает день своего основания. Каким будет предстоящий курортный сезон? Гильдия ательеров Абхазии обсудила возможности туристического сезона. Все 5 финалисток – победительницы. Конкурс «Весна с аквафон» завершен. Сегодня 24-я годовщина со дня основания Государственного комитета Республики Абхазия по репатриации. Президент Рауль Хаджимба поздравил сотрудников Госкомитета с этой знаменательной датой. Со дня основания комитет играет важнейшую роль в укреплении взаимосвязи диаспоры с Родиной и успешно справляется со своей работой Государственный комитет по репатриации. Он вносит значимый вклад в развитие отношений с абхазской диаспорой в Турции, Иордании, Сирии, Египте и других странах мира. Благодаря вашей работе тысячи наших братьев смогли вернуться домой в Республику Абхазия, отметил в своем поздравлении президент Рауль Хаджимба. О сегодняшнем дне и о планах Госкомитета по репатриации репортаж Сарисмар. Деятельность Государственного комитета по репатриации – важная составляющая внутренней и внешней политики Абхазии. Создавали его в один из самых сложных периодов абхазской истории – во время Отечественной войны народа Абхазии. Указ об этом подписал в 1993 году председатель Верховного Совета Владислав Ардзенба. С момента создания Госкомитета его основной задачей было и является возвращение репатриантов на историческую родину. В разное время организации руководили известные политические деятели нашей страны. Сейчас здесь работает более 40 человек, в их числе и репатрианты. Благо мы сегодня имеем этот комитет, может быть и возраст так, нам кажется, юный, не столь большой, но функции, которые благодаря созданию этого, оно сегодня выполняет. Прежде всего цели и задачи нашего комитета – это привлечь к Абхазии наших соотечественников, подтянуть, привлечь и объединить. Сегодня в Абхазии действует закон о репатриации, в рамках которого абхазы, вернувшиеся на родину на постоянное место жительства в течение 5 лет, имеют статус репатриантов. На протяжении этих лет Госкомитет оказывает им посильную финансовую помощь, предоставляет жилье и земельные участки, помогает в трудоустройстве и оформлении гражданства Абхазии, оплачивает обучение детей в дошкольных и школьных учреждениях. К тому же Госкомитет частично оплачивает их обучение и в высшем учебном заведении. У нас сегодня там 500 с лишним, 500 конкретно, если говорить, 543 человека на приеме жилья. Но буквально на днях, пару десятков дней тому назад мы сдали в Агудзерах дом, 9-этажный дом, это 54-квартирный. В этом году мы смогли обеспечить. На 2016 году мы смогли обеспечить, допустим, 17 квартир и домов приобрести. И дальше мы будем эту работу. Нам прежде всего нужно в обществе этих людей адаптировать. Безусловно, на реализацию государственной программы по репатриации требуются немалые средства. И именно по этой причине в 1998 году был создан внебюджетный фонд репатриации. В прошлом году бюджет фонда составил 143 миллиона рублей. И эта сумма с каждым годом увеличивается. За время работы Государственного комитета на историческую родину вернулись около 4000 соотечественников, в основном из Турции. Для них Абхазия стала родным домом. Здесь они создают семьи и воспитывают детей. Сегодня на Госкомитет по репатриации возложены задачи общенационального значения, и их реализация, без сомнения, станет основой для развития абхазского государства. Сария Смыра, Стамур Гожба, Саид Айба, Абхазское телевидение. Руководители МВД Абхазии в пресс-центре АГТРК проинформировали о готовности ведомства к предстоящему повторному голосованию по выборам депутатов Народного собрания. Вице-премьер, министр внутренних дел Аслан Кубахия также прокомментировал последние происшествия в стране, связанные с поджогами автомобилей кандидатов в депутаты и судьи Верховного суда. Идет оперативная работа по всем 3 инцидентам, которые имело место быть. Это 2 инцидента, связанные с кандидатами в депутаты. Мы видели сектор обстрела. Там действительно была стрельба со стороны еще не установленного нам человека. Но и стрельба со стороны кандидатов в депутаты Пиртая.
22 гильзы мы нашли там, где была автоматическая очередь произведена. Если это было в сторону Пертая произведена, то между Пертай и этим человеком находился дом. Хотя бы в дом попало бы. Ни в дом, ни в деревья ничего не попало. Соответственно, это похоже, что стрельба была в воздух. Вот. Пертая как бы тоже открыл обратный огонь, но там несколько одиночных выстрелов. Более безобразное, конечно, для меня это поджог автомобиля кандидата в депутаты Айба. Очень интеллигентного парня. Мы его приглашали в МВД, я лично с ним имел беседу. Да и другой кандидат, который вместе с ним стоит, такой же молодой человек. Что нам надо, понимаете, кровоизноса раскрывать это преступление. У нас в этом направлении идут работы. Я уверен, что криминальная милиция в ближайшее время вас будет информировать, что у них в этом направлении. Идет работа. Идет тот же безобразный случай, связанный с судьей, с членом Верховного суда, у кого подожгли машину. Это возмутительные факты. Кроме того, как заявил Аслан Кубахи, с 27 марта возобновляется процесс обмена паспортов гражданина Республики Абхазия. По его словам, в ближайшие дни начнется и выдача вида на жительство, позволяющего негражданам Абхазии легально находиться на территории нашей страны. Полностью пресс-конференцию вице-премьера, министра внутренних дел Аслана Кубахи смотрите сразу после новостей. Палата адвокатов Абхазии также осуждает поджог машины судьи Верховного суда Республики Тимура Шония. Официальное заявление об этом адвокаты сделали сегодня на брифинге для представителей средств массовой информации. Кроме того, как заявили адвокаты, их подзащитные к этому преступлению не имеют никакого отношения. То, что касается случившегося факта сожжения автомашины, это я осуждаю. От кого бы оно ни исходило, принятие незаконных решений, таких неадекватных решений в отношении любой власти, тем более судебной власти, я всегда осуждал и осуждаю. То, что там идет сейчас слух, якобы там Манзор Ремизович там дал команду каких-то там, что-то там, то, другое, третье, это отношение к этому Манзор Ремизович не имеет. Какая-то связь между произошедшим вечером? Нет, я со всей гарантией, я со всей ответственностью вам заявляю, что никакого отношения к этому будпорции не имею. Министерство обороны Абхазии прошли командно-штабные мобилизационные учения с отдельным батальоном связи и комплектующим военным комиссариатом. Руководитель учений и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики генерал-полковник Анатолий Хрулев. Целью ставится напомнить военнослужащим запаса их функциональные обязанности. Так как у нас есть преемственность, кто из военнослужащих ходит в другой приписной состав места, поступающий персонал то же самое должен знать свои функциональные обязанности. Вот с этой целью у нас проводится. Согласно плана, раз в 3 года мы призываем их, проводим практические занятия на той технике, которая у нас имеется, и в дальнейшем для того, чтобы они могли действовать в военных уже условиях. В Министерстве экономики Абхазии состоялось первое заседание рабочей группы по обсуждению концепции функционирования многофункционального центра оказания государственных и муниципальных услуг. Об этом сообщается на официальном сайте министерства. Обсуждались вопросы концепции развития МФЦ, перечня его услуг и подготовка соответствующей нормативной базы для работы центра. МФЦ предполагает оказание государственных и муниципальных услуг в рамках одного окна, что должно способствовать снижению бюрократической нагрузки на граждан Абхазии. Предстоящий курортный сезон. Каким он будет? Гильдия ательеров Абхазии обсудила проблемы, с которыми сталкиваются владельцы гостиничного бизнеса и возможности туристического сезона 2017 года. Низ Фаршба продолжит тему. Почему отели и рестораны Абхазии не могут предложить гостям сервис европейского уровня? И что этому мешает? Нехватка персонала или отсутствие грамотной организации работы? Попытаться ответить на эти и многие другие вопросы решили участники круглого стола. Основные вопросы, которые стоят на повестке дня, это подготовка инфраструктуры, то есть электричество. Есть большое количество проблем, которые возникают из-за нестабильного энергоснабжения. Это водоснабжение и водоотведение, то есть проблемы с канализацией как в Гагре, Пицунде, так и в Сухуме, Новом Фоне. К сожалению, эта проблема
всеобъемлющая, и ее нужно поднимать, озвучивать и решать. За каждого сотрудника, которого руководители гостиницы или ресторана приглашают на работу, приходится оплатить сразу 4 вида платежей. И это не считая заработной платы. Вот и выходит, что персонал обходится очень дорого, а местных работников нет. Сейчас человеку приходится потратить несколько дней и пройти достаточно унизительные процедуры наркоконтроля, сходить к фтизиатру, не всегда в комфортных условиях сдать кровь, для того, чтобы получить официальное право принести в Абхазию деньги и вкладывать в экономику Абхазии. Как оказалось, такое мнение разделяют не все ательеры. На их взгляд, принятый закон хорош, и подобные нормы введены во многих странах мира. Сейчас мы начали платить, потому что закон. Мы же не делали этого. Это нормальный закон и нужный закон. Такие встречи должны проводиться регулярно, уверены ательеры. Это позволяет обсудить проблемы, с которыми они ежедневно сталкиваются. В нашей работе же нет мелочей. Каждая мелочь возводится в проблему такую. Так что мне, например, очень понравилась сегодняшняя наша встреча. Я думаю, она будет не последняя, накануне сезона. Уже в скором времени появится сайт гильдии ательеров Абхазии. Там, помимо необходимой юридической и правовой информации, будет опубликован перечень отелей республики со ссылкой на их официальные страницы. Также будет раздел, в котором планируется публиковать объявления о найме персонала. Нисфаршба, Астамур Гожба, Абхазское телевидение. Конкурс «Весна с Аквафон» – это шанс заявить о себе на всю страну и стать новым лицом имиджевой компании «Аквафон». Конкурс проходил в несколько этапов на официальной странице «Аквафон» в сети Instagram. В нем приняло участие более 150 девушек, но только 5 из них стали счастливыми финалистками проекта. Их лица вскоре появятся на баннерах по всей стране. Конкурс на новое лицо имиджевой компании «Весна с Аквафон» достиг своего логического завершения. Баннеры с прекрасными девушками уже на улицах столицы и на днях будут развешаны по всей стране. Конкурс проходил на официальной страничке «Аквафон» в сети Instagram в период с 16 февраля по 5 марта. Привлек к себе большой интерес аудитории и живой отклик подписчиков первого мобильного оператора. И несмотря на определенные трудности, с которыми пришлось столкнуться организаторам проекта на последнем этапе, а именно несанкционированное вмешательство в систему голосования, конкурс все же состоялся. Такой масштабный проект в социальных сетях «Аквафон» реализует впервые. Общее количество наших подписчиков, которые следили за проектом на всех наших социальных страницах, более 25 тысяч человек. Для нас было очень важно предложить вот именно этой аудитории абсолютно самостоятельно пройти весь путь. То есть девушки, которым было предложено участвовать, это не профессиональные модели, не медийные лица. Финальное жюри проекта – это опять же наши подписчики. То есть все это вместе было большим экспериментом для нас. Были определенные сложности при его прохождении, но мы очень довольны результатом. Новыми лицами имиджевой компании «Весна с Аквафон» стали 5 финалисток конкурса: Хибла Воуба, Милена Бачава, Кристина Хасия, Илона Кутеля и Вероника Сечинава. Девочки признаются, что участие в конкурсе было для них очень приятным опытом, в результате которого они приобрели много друзей и получили массу положительных эмоций. Хочу выразить слова благодарности компании «Аквафон» за предоставленную возможность, а также хочу поблагодарить всех тех, кто стоял рядом со мной на протяжении всего конкурса, кто отдавал за меня свои голоса. И напоследок хочу сказать и пожелать, чтобы таких конкурсов было все больше и больше. Интересный опыт вообще побывать здесь, даже побывать на собеседовании, пообщаться с дизайнерами и вот как-то увидеться с девочками, даже познакомиться. Все равно интересный проект, и очень интересно было здесь находиться, и встретили нас очень тепло. Фотосъемку для проекта осуществила известный в Абхазии фотограф Валентина Ваганова. Аквафон выбрал Ваганову за ее профессионализм, мастерское умение запечатлеть самые живые моменты, а также неиссякаемый интерес к открытию новых граней профессии. Валентина раскрыла нам некоторые секреты отбора девушек на конкурс. Главным приоритетом выбора стало соответствие цветотипа девушки с образом весны. А наша весна получилась многообразной, яркой, позитивной, солнечной и теплой. Именно такое настроение смогли передать участницы проекта благодаря теплой атмосфере и слаженной работе команды профессионалов. Компания «Аквафон» создала творческий проект, который, подобно весеннему солнцу, позволил распуститься 5 прекрасным бутонам в рамках кампании «Весна с Аквафоном».
Красивые лица «Аквафон» теперь можно видеть по всей республике. А для компании важно, чтобы как можно больше молодежи имели шанс на самореализацию. Нала Кови, Тимур Гогохи, Абхазское телевидение. И в конце выпуска, как обычно, о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 5-7, днем 13-15 тепла. Температура морской воды плюс 9. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.